Саламатсыздар бұрмыты, кесептештер, Нурбек Карей, Чеквент Мичелеры. Вы знаете, очень-очень важный вопрос вот поднимал мой коллега, но я бы хотела немножко на нем более детально остановиться. Об участившихся пожарах и бессилии в оказании помощи в тушении пожарными расчетами. Это в первую очередь все-таки на самом деле касается безопасности людей, касается бизнеса. Люди остаются без жилья, без средств к существованию. Я хотела бы привести печальную статистику немножко. Вот горел склад на юго-западе Бишкека, сгорело 2500 квадратных метров. Выехало 8 машин, но они не могли найти гидрант. На Панфилова горел 13-й этаж. Они приехали, и представитель службы сказал, что единственная машина по республике, которая работает на высоте 50 метров. Это очень печально, конечно, этаж сгорел. На Кулатова горел 13 и 14 этаж, та же самая история. Многие пожарные ссылаются на то, что нету проезда с двух сторон. Вот последний тоже печальный случай, где сгорела частная школа и здание церкви. Сказали подъехать, было невозможно с двух сторон. Рядом строится та же высотка. Кто дает разрешение так плотно строить вот эти здания, чтобы невозможно было проехать этим пожарным расчетом? Дело в том, что я бы хотела даже не сколько, даже на технической части, к правительству большая просьба. Выделяется очень много грантов. Я не прошу денег даже с бюджета на техническую оснащенность пожарных служб. Дело в том, что на самом деле они приезжают, они стараются, никто не говорит и не умаляет ихней работы, ихнего достоинства какого-то. Дело в том, что они выезжают, но помочь не могут. Там такая же история была, вот где частная школа. Там они тоже не могли найти гидрант, не могли проехать с другой стороны. Все-таки, я думаю, можно было какие-то миллионы грантов все-таки найти из них какую-то часть. Представляете, одна машина на весь Бишкек, но это же просто, я даже не знаю, это просто халатность такая, что получается все сейчас высотки, которые строятся, они просто обречены, понимаете? Не дай бог, конечно, чтобы с кем-то еще случился какой-то пожар, но получается, если горит 13 или 14, 12 этажи, то к ним просто можно не выезжать. Тушат не пеной, тушат водой иногда. Хотя все знают, что горюче-смазочные надо тушить пеной. Давайте все-таки подумаем о безопасности города, потому что огонь, он такой, знаете, он перекидывается же с одного здания на другое. Начало гореть одно, перекидывается на другое. Давайте все-таки подумаем о технической оснащенности пожарной службы. Очень-очень внимательно. Спасибо.